Когда будет поставлена точка в вопросе детского дома «Виктория» и какие правонарушения обнаружила прокуратура пригородного района? Об этом и многом другом расскажем прямо сейчас. В эфире новости на телеканале «Осетия». В студии Елена Черенкова. Здравствуйте. И коротко о главном. В Северной Осетии, а также за ее пределами объявлен сбор подписей в поддержку остинских военнослужащих Албегова и Сланова. Люди составили обращение на имя Владимира Путина, Сергея Шойгу и Валерия Петрова. В вопросе переселения воспитанников детского дома «Виктория» в Хуротон до сих пор не поставлена точка. К разбирательствам подключились воспитатели. О новых поворотах в выпуске. И сегодня учебный год начался в Беслане. Торжественные линейки, первый звонок и десятки первоклашек с букетами цветов в школе-интернате имени Ивана Каниди. Расскажем обо всех подробностях. К нашумевшей истории военнослужащих Зелима Албегова и Арсена Сланова приковано внимание жителей уже не только Северной Осетии. На имя Владимира Путина, министра обороны России Сергея Шойгу и главного военного прокурора страны Валерия Петрова составили обращение с просьбой объективного расследования дела. Свои подписи под ним уже поставили сотни людей. И это только начало. С завтрашнего дня к акции подключаются районы республики. А в социальных сетях появились видео с участием известных личностей республики. Они также надеются на пересмотр дела и смягчением наказания для наших ребят. Тему продолжит Карина Гигалаева. С 11 утра на площади Ленина не прекращается поток людей. Около стенда, где и проходит сбор подписей в поддержку Зелима Албегова и Арсена Сланова, выстроилась очередь. Сюда приходят люди разных возрастов и профессий, приезжают из дальних сел. Всех от мала до велика объединяет одно – желание хоть как-то повлиять на приговор. Даже случайные прохожие, которые не знали сути дела, хотя таких и мало, меняют маршрут и присоединяются к толпе. Будем двигаться до последнего, пока справедливость не восторжествует и пока наших парней не освободят. Ребята молодые, и сейчас как раз на этапе не стоит им ломать жизнь и подходить к ним так строго. В этом инциденте никто вроде бы так вот не пострадал, чтобы вот так строго наказать молодых ребят. Обвинительный приговор вызвал волну общественного негодования, спровоцировал бунт в соцсетях. Буквально через час после окончательного вердикта активисты написали заявление на имя министра обороны Сергея Шойгу и главного военного прокурора страны. Просят пересмотреть дело, так как, по их мнению, факты, подтверждающие решение суда, сфабрикованы. Только вчера было собрано 3000 подписей. Люди приходили до поздней ночи. Сегодня поток больше в разы. До конца дня отметку планируют довести до 10 тысяч. В ближайшие 2 дня пункты сбора подписей будут здесь, на площади Ленина, на БАМе, в вузах нашего города и в районах республики. Общественники, друзья и родственники сержантов, блогеры и даже известные личности республики продолжают призывать неравнодушных пополнить количество подписей. Уже завтра будет организована электронная площадка. Активно голосуют, просят также подписываться и районы республики. Мы организуем мобильные бригады, о чем сообщим через социальные сети обязательно. Время и место, где мы будем выставлять наши мобильные места для подписей. Общественные защитники говорят, сбор подписей открылся в Южной Осетии, Москве, Санкт-Петербурге и даже в Италии. В Схимвале пункт открыли на Театральной площади, в северной столице на Ленинском и Лиговском проспектах. Там собралась остинская диаспора и не только. По их словам, много и местных жителей. Цель нашего пребывания, чтобы поддержать наших парней и, наконец-то, чтобы наш беспредел закончился. В столице тоже неспокойно. Специальные пункты открыли на ВДНХ и метро «Спортивное». Подписать обращение можно будет 3 дня.
Сейчас защитники осетинских сержантов готовят материалы, чтобы обжаловать приговор. Апелляцию будут рассматривать в военном суде в Ростове. Карина Гигалаева, Батырбек Макиев. Новости Осетии. Сегодня Вячеслав Битаров встретился с родителями осужденных сержантов Зелима Албегова и Арсена Сланова. Главе республики пришли отцы военнослужащих. Они считают, что наказание слишком жестокое, в то время как прокурор запрашивал условные сроки. Вячеслав Битаров выразил личную заинтересованность в объективном рассмотрении дела в суде высшей инстанции. Он поручил зампреду Ирбеку Тамаеву и уполномоченному по правам человека Эльбрусу Валиеву оказать содействие родителям осужденных сержантов в организации подачи апелляций и других процессуальных действиях. Отцы военнослужащих Роберт Албегов и Шота Асланов написали соответствующее обращение на имя главы республики, а также попросили создать депутатскую группу и изучить вопрос о случаях нарушений воинской части. Где бы ни находился и в какую жизненную тяжелую ситуацию не попал. Гражданин республики, уроженец республики, всегда власть должна быть рядом с ним. Просто хочется обговорить, что в рамках закона тоже, мы с вами выработали план совместных действий и оказания помощи и вашим сыновьям, ну и нашим ребятам. Вот с этой целью позвал вас, чтобы мы обговорили эти вопросы. Мы считаем, как родители, как отцы, что осудили их несправедливо. Вот об этом мы и разговаривали, что спасибо главе республики, то, что принял нас, выслушал нас. Ну, о каких-то результатах, я думаю, рано еще говорить. Единственное, о чем я могу сказать, что да, глава пошел нам навстречу, что мы его попросили не вытаскивать наших детей, ничего. Единственное, о чем изначально просили, о справедливом и объективном расследовании судебного процесса. Глава нам пообещал то, что он будет нам помогать в этом вопросе. Ничего мы противозаконно не просим. Ситуацию также прокомментировали уполномоченный по правам человека Эльбрус Валиев и заместитель председателя правительства республики Ирбек Тамаев. И вот что они сказали по поводу ситуации с Зелимом Албеговым и Арсеном Слановым. Что касается факта возбуждения уголовного дела в отношении Албегова и Сланова, буквально вчера закончилось, в том числе и вынесено судебное решение. На мой взгляд, судебное решение, оно очень жесткое. И как уполномоченный по правам человека, мы будем дальше отслеживать ход судебного разбирательства. Хочу довести до вашего сведения, что родители Албегова обратились к нам 25 января 2018 года. Мы со дня поступления обращения от Албеговых мы полностью отслеживаем и следим за тем, как идет судебное разбирательство. Хочу заверить, что о том судебном решении, которое было вчера вынесено, мы сразу же в виде информационного письма уведомили наше федеральное руководство, то есть уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. Далее мы будем следить процессуально, как же будет апелляция происходить в Ростовском окружном военном суде. И тогда, когда закончится уже судебное разбирательство, хочу сказать, что у уполномоченного по правам человека в Российской Федерации есть право обращения в суд и даже до права на отмену незаконного судебного решения. И вот в рамках своих полномочий и в рамках федерального конституционного закона об уполномоченном, я думаю, что мы полностью в соответствии и с нашим республиканским законом об уполномоченном, мы полностью будем взаимодействовать, и я думаю, что мы в итоге добьемся какого-то положительного результата. В адрес администрации главы Республики Северная Осетия Алания и правительства Республики Северная Осетия Алания обратились родители осужденных военнослужащих с просьбой о защите конституционных прав и свобод Албегова и Сланова. На основании указанного обращения глава Республики Северная Осетия Алания дал соответствующее поручение компетентным органам исполнительной власти разобраться в сложившейся ситуации.
этих целях нами предпринимаются все необходимые и возможные в рамках действующего правового поля меры для обеспечения всестороннего контроля за складывающейся ситуацией. В то же время, в соответствии с принципами разделения властей, представители органов исполнительной власти республики не вправе вмешиваться в деятельность судебных органов. В рамках действующего законодательства существуют все необходимые инструменты для защиты конституционных прав и интересов осужденных в вышестоящих судебных инстанциях с целью объективного рассмотрения дела. По данному вопросу родителям осужденных были даны соответствующие разъяснения и рекомендации. Мы продолжаем пристально следить за развитием ситуации и призываем всех неравнодушных граждан сохранять спокойствие. Еще одна обсуждаемая тема – вопрос переселения воспитанников детского дома «Виктория» вновь собрал за одним столом представителей власти, журналистов и блогеров. На вопросы, которые уже неоднократно звучали в разных форматах, снова отвечали министр образования и науки республики Ирина Азимова, министр госимущества Руслан Тидеев, уполномоченный по правам ребенка Артур Кукаев. В этот раз к разговору присоединились воспитатели «Виктории» и адвокаты. Они заявили, что представляют интересы части сотрудников детдома и, собственно, детей. На встрече говорили о принадлежности земельных участков, на которых стоит детский дом, и об условиях в нем. Еще раз спрашивали, почему детей вывезли вечером. В отличие от представительного круглого стола на площадке газеты «Слово», он прошел буквально несколько дней назад, диалога не получилось. Разговор практически сразу превратился в выяснение отношений. Воспитатели детского дома, которые на следующий день после переезда детей от комментариев отказывались, теперь заявили, что все происходящее незаконно, а права детей нарушены. Как сообщали адвокаты, в прокуратуру уже направили сразу несколько заявлений. По словам юристов, они пытаются добиться возврата детей на территорию детского дома «Виктория». В заявлениях указана, просьба провести проверку относительно законности действий, которые произвели в отношении детей. В первую очередь, конечно же, мы должны заботиться о нарушенных правах детей и об их восстановлении. Сразу после встречи ситуацию прокомментировала Ирина Азимова. Вот что она сказала. Данный разговор, не могу его назвать диалогом, данный разговор совершенно неконструктивен. В таком виде нельзя обсуждать никакие проблемы. Что касается самой процедуры слияния двух детских домов, все требования, которые выставляют нормативные документы законодательства Российской Федерации, соблюдены. Если у кого-то законность действий вызывает какие-то сомнения законности этих действий, то они вправе подать соответствующее исковое заявление в суд. К другим темам. В 40-х годах прошлого столетия в правобережном районе был построен магистральный канал. Он должен был защищать урожай от засухи и избавлять жителей 3 сел от угрозы подтоплений. Однако впоследствии об этом осталось только мечтать. Десятки лет канал был заброшен и завален мусором. Сейчас за него взялись, и есть надежда, что он снова заработает. Все подробности у моей коллеги Аланы Тамаевой. На протяженности 25 километров канала 800 кубов вывезенного мусора. Прошло 2 месяца. Объем работ уже выполнили огромный. И это еще не все. По расчетам, расчистить и вывести предстоит еще 200 кубов леса. Цалыкский магистральный канал был создан, чтобы обеспечить около 30 фермерских хозяйств водой и устранять частые в этой местности потопления. А на деле последние 20 лет зарос и был завален мусором. Правда, сейчас ситуация начала меняться. Мы находимся на одном из участков Цалыкского магистрального канала, который уже очищен и подготовлен к урожаю, к подаче воды, к урожаю 2019 года. Этот канал находился, так будем говорить, в неудовлетворительном состоянии, в неудовлетворительном техническом состоянии. На дамбах канала уже выросли большие деревья, кустарники выросли и так далее. Канал не очищался больше 10 лет. Цалыкский магистральный канал построили в 1940 году за 16 дней. Интересно и то, что это была так называемая народная стройка. То есть в создании канала участвовала практически вся республика. Он обеспечивал водой колхозы сел Зильки, Цалык и Заманкул, но без должного ухода быстро зарос. По рассказам, местные обходили его стороной из-за крыс и змей. Но многолетний ил и мусор вывозят, а жители ближайших сел уже благодарят рабочих за их полезный труд.
В Зилке там столько заторов было, что даже и змеи, и крысы, что только там не было. Люди были очень довольны нашей работой, и нам было тоже приятно, что людям приятно вот это все видеть. Более 20-25 лет вот этот канал не чистилось, такой сплошной чистки не было никогда. И люди довольны, и нам приятно. Салыхский магистральный канал, по прогнозам, заполнится водой в конце сентября. Это поможет местным фермерам избавиться от проблем засухи, поэтому жители ближайших сел с нетерпением ждут начала его работы. Все очистительные работы здесь планируют закончить к середине сентября. Объем не маленький, но большая часть уже позади. Главное – избавить местных жителей от угрозы потопления и обеспечить фермеров запасом воды. Алана Тумаева, Ибрагим Чочев. Новости Осетии. На центральной улице поселка Заводского продолжают менять дорожное полотно. Работы здесь начались месяц назад. Долгое время на улицах Клубный, Проезд и Дзусова асфальтовое покрытие не отвечало требованиям, ухабы, ямы, неровности. 20 лет здесь не было капитального ремонта. Иногда латали только ямы. Общая протяженность нового покрытия чуть более километра. На эти цели планируют потратить около 15 миллионов рублей. Напомним, замена асфальтового полотна началась вскоре после встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с жителями поселка. Люди пожаловались на ужасное состояние дорог и попросили главу посодействовать началу ремонта. Дорога, как вы видите, на ней ведутся активно работы. Буквально еще дней 5, наверное, да, если благоприятные погодные условия будут, и эта дорога будет закончена. Как вы видите, здесь заменен бортовой камень, сделаны новые тротуары, и асфальтное полотно приведено в надлежащий вид. Лет, наверное, на своей памяти не помню, наверное, 20 точно здесь только занимались ямочным ремонтом, просыпанием, так вот, легким содержанием, так скажем. А капитального ремонта не было сделано. Прокуратура пригородного района обнаружила в селении Октябрьском рукотворное кладбище домашних животных. 5 лет оно используется с нарушениями. Более того, объект никем не контролируется, и сброс павшей скотины происходит самовольно. Как получилось, что скотомогильник никому не принадлежит, выяснял мой коллега Николас Джоев. Вокруг небольшого здания в селении Октябрьском с самого утра кипит работа. После информации, появившейся в социальных сетях, где прокуратура выявила нарушение в эксплуатации скотомогильника, руководство пригородного района спешно привело объект в порядок. Это здание построено в 2013 году и удовлетворяет всем требованиям. Под этой крышкой находится яма глубиной 10 метров. Именно туда сбрасываются трупы животных. Яма используется по назначению по сей день. Об этом красноречиво свидетельствует специфичный запах. Скотомогильник – объект, представляющий повышенную биологическую опасность, и доступ к нему должен быть ограничен. После проверки прокуратуры выяснилось, что объект по сей день не имеет собственника. Заместитель главы пригородного района объясняет, по какой причине за объектом не закреплена ответственная организация. Здесь есть две проблемы. Во-первых, это нежелание, допустим, Госветслужбы республики взять ее на баланс. Они ссылают, не знаю, с чем они обосновывают. Это, наверное, более подробно вам глава администрации скажет. Якобы они не согласны с нами, что это не наши полномочия. Это одна проблема. Вторая проблема – это проблема в выборе земли. Не в выборе, а в оформлении земельного участка. Администрация пригородного района добавили, что на данном этапе вопросами утилизации трупов животных занимается ветеринарная служба, и ключи от скотомогильника находятся там же. По словам ветеринаров, ответственность за утилизацию животных ветеринарная служба не несет, и к скотомогильнику отношения они не имеют. Нет, по правилам ветеринарно-санитарных правил, согласно правил, трупами, вывозом павших животных занимается либо администрация, либо сам гражданин, владелец. Мы просто сопровождаем труп до места его утилизации. Прокуратура, в свою очередь, намерена добиваться исполнения законодательства и уже направила требования к администрации пригородного района об урегулировании статуса скотомогильника. Вместе с тем, в нарушение требований закона районной администрации данный скотомогильник в республиканскую собственность не передан. И на сегодняшний день складывается ситуация, при которой ответственность за его содержание и фактическую эксплуатацию никто не несет. На момент проверки ворота скотомогильника были закрыты, и он зарастал кустарно-сорной растительностью. В чью именно собственность будет передан скотомогильник, сказать сложно. Пока администрация пригородного района и ветеринарная служба лишь перекладывают ответственность друг на друга. Николас Джоев, Диана Кабалоти, Новости Осетии.
Первый звонок прозвенел в Бесланской спортивной школе-интернате имени Ивана Каниди. Десятки школьников, старшеклассников и тех, кто впервые идет в школу, встретили новый учебный год. Торжественная линейка началась с минуты молчания в память о жертвах терактов в Беслане. Учеников поприветствовали представители местной администрации и пожелали им успешного года. Звучали песни и стихи, ребята запустили шары в небо и загадали желания. Завершилась линейка традиционным первым звонком. Напомним, спортивная школа-интернат имени Ивана Каниди носит имя учителя физкультуры первой бесланской школы. В теракте он погиб, защищая детей. Представители Греции решили построить в Беслане спортивную школу в знак памяти. Теперь воспитанники интерната знают и помнят о герое, чье имя носит их школа. Большой акцент здесь делается и на изучение родной культуры и языка. К этому часу это вся информация. Спасибо за внимание и оставайтесь с нами.